Об этом стало известно в канун большого праздника для нашего народа. В этом все правительство Таджикистана. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем Рахмон смог разозлить жителей Гбао. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. Суд в Душанбе приговорил уроженца Гбао Парвиза Гайбназарова к 18 годам колонии за самовольное задержание и якобы издевательство над помощником прокурора в феврале 2021 года. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Анора Саркорова. Она пишет, что в августе российские силовики задержали Гайбназарова у его дома в Москве, когда он собирался на работу. Мужчину выдали Таджикистану без соблюдения правил экстрадиции. По словам журналистки, никто из родственников Гайбназарова не был извещен о его экстрадиции и предъявленных ему обвинениях. Саркорова уточнила, что следствие и суд над уроженцем Гбао прошли в закрытом режиме без участия адвоката. Источники портала Бамдот сообщили, что Гайбназарова приговорили к 18 годам колонии за издевательство над помощником рошскалинского прокурора Абдусатором Аберзодой в феврале прошлого года. Тогда группа жителей Гбао приехала к Аберзоде после жалобы местной девушки на домогательство с его стороны. Помощник прокурора извинился на камеру за свое поведение. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого в издевательствах над прокурором Гулбидина Зиёбекова. Как вы относитесь к такой ситуации, к тому, что Россия без всяких законных оснований выдает Таджикистану жителей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Парвиз Гайбназаров был другом Зиёбекова, чья смерть привела к массовым протестам в Хороге. 14 мая несколько сотен жителей Хорога вышли на акцию протеста и потребовали отставки главы области Алишера Мирзанабота и мэра Хорога Ризо Назарзады, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей Бадахшана. Кроме того, митингующие настаивали на привлечении к ответственности виновных в гибели Гулбидина Зиёбекова, освобождении активиста Амридина Алаватшоева, бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева и других жителей области, задержанных после ноябрьских протестов. Власти-силовики попытались разогнать митинг. Во время разгона погибло 2 человека и 17 человек получили ранения. 16 мая после отказа властей выполнять их требования группа местной молодежи выдвинулась в сторону областной администрации, однако там их встретили силовики, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ. 18 мая власти начали антитеррористическую операцию. По официальным данным, всего во время столкновений мирных граждан с силовиками были убиты 16 человек. По неофициальной информации, жертв намного больше. Международные организации и страны Запада выразили обеспокоенность подавлениями мирных акций и призвали власти Таджикистана уважать основные права и свободы жителей Горно-Бадахшанской автономной области. Но, как видите, нашему правительству на это плевать. Как вы относитесь к тому, что это произошло в канун Дня независимости Таджикистана? То, за что народ наш так долго боролся. И как вы относитесь к тому, что в последнее время власть действительно зачищает жителей именно Гбао? Как вам такое? Почему, как вы думаете, это происходит? Свои мысли по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!